Куклы — это коллекция. Куклы винтаж и антиквариат, ребят. Я собираю коллекцию. Я за 1,5 года собрал уже очень обширную коллекцию. Очень красивую. Я ей горжусь, что она собрана за 1,5 года. Кто-то меня пытается из вас же подъебывать. Типа в куклы играет. Ну, ребят, ну вот кукла. Кукле вот 107 лет. Вы посмотрите, какая она красивая. Вы попробуйте ее купить. Вот те, кто со скепсисом к этому относится. Зайдите куда-то на какой-нибудь сайт, попробуйте ее купить. Без трусов останетесь. Я вам честно говорю. Вот в этом состоянии, в котором... Что, котик? В котором вот так конкретно эта кукла находится. Вот возьму вот. Это я не... Понимаете, да? Не к тому, что... Нет, ребят, это я к тому... А это я к тому, что вы попробуйте ее, блядь, купить для начала. А потом смейтесь надо мной и говорите, что я в куклы играюсь. Так. Ребенка нужно, да, я это не скрываю, ребят. Нужно. Я в какой-то момент либо кредит возьму на этого ребенка, либо я буду у вас просить, скажу, скиньтесь мне хоть по рублю. Ну, мы тогда уж назовем его делать, да. Пойду с протянутой рукой, ребят. Ну, не могу же я быть бездетным. Еще раз повторяю, я уже как бы вот, ну, в отрасли в этой уже больше года, я уже это кое-что изучил. Рынка поддельных кукол не существует. Есть куклы, которые являются копиями, они и указаны как копии. Это не скрывается. Есть хорошие копии, есть копии похуже. Я все время с этим сталкиваюсь, я вижу копии, они и продаются как копии. Они не продаются как оригиналы, поверь мне. Нет, нету этого. Милохины, ну что, они приятные братья, они из детдома, ребята, они из... в общем, лишь бы наркотики не принимали. Вот это вот, конечно. Через стримы на YouTube будем тебе донатить на ребенка. Ну вот, видите, какие вы у меня, ребят, хорошие все-таки. Людей хороших больше, чем плохих, да? Как ты относишься к Навальному? Очень положительно, ребят. Я за Навального. Я вам честно скажу. Потому что то, что с ним произошло сейчас, это полное беззаконие. И вообще любой человек, который, ну, хотя бы чуть-чуть вот разбирается в том, что... Да даже разбираться не надо, понимает, что это же все, понимаете. Взяли чувак, к человеку не обращался. Он обращался к группе людей. Он даже конкретно этого человека не называл. В общем, полное вообще, ребят, трешарио. Привет из Украины. Что скажете про ГУАР? На мой взгляд, слишком разрекламировала себя, поэтому люди ведутся. Ребят, она женщина, молодая женщина, это ГУАР. Ну, она армянская женщина в этом армянском своем избыточном стиле, одежды, еды, видосов, подачи себя. Может быть, она кого-то сильно там раздражает и бесит. Меня лично нет. У меня нет такого, что я вижу и раздражаюсь. Нет. Ну и опять же, я там могу там что-то там посмеяться чуть-чуть. Но мне не кажется, что она плохой человек, только пишут антики мои любимые, Клара Халат, плей-салат. При этом ей делают операцию, отрезают ей жиры. Я не думаю, что она становится от этого плохим человеком. Она просто обжора. Вот и все. Толстая, толстожопая, толстоногая баба. Ребята, она за своими родственниками ухаживает. Дедушку своего любит, бабушку. У меня дедушка с бабушкой умерли. Давно, знаете ли. Как ты относишься к ситуации с Чайковым? Не знаю. Кто... Да, история с девушкой, когда целый час соседи вызывали полицию, не могли вызвать. Почему что настроен против Ермакова? Вообще не настроен никак плохо против Ермаковой. Карма сама Ермаковская настроена, но никак не я. Кто я такой, чтобы быть плохо к ней настроен? Ребят, Ермакова приходила когда-то на Доме 2 ко мне, я ей придумал отличный никнейм Пеппи. Она с ним около года жила, с ней все в порядке. Степка ее фоткал. Вчера мы встречались, Степка вспоминал, как он фоткал. Ну, в общем, был там интимный такой момент, и мы очень все смеялись. Так. Рори не грызет кукол. Когда я дома, я слежу за ним, ребят. Но куклы как бы вне его интереса. И у него полно игрушек. Ненавижу толстоногих. Да ну брось ты, ну что ты, зай, нет.
Хорошие, ухоженные, полные ножки у девочки. Это вообще просто. На каблуках. Я вообще люблю пухлых. Я вам 100 раз уже говорил об этом. Так. Ему начистили лицо и правильно сделали чайку. Вообще не знаю, кто это такой. Дай комментарий про Черно и Оганесян. Ребята, они вместе живут, я вообще ничего не знаю. Живут они вместе, не живут. Но ему тяжело, я думаю, сейчас. Заработков-то никаких у Оганесяна нет. Черно еще как-то, она же мамочка, да? Ей могут там прилетать заказы на рекламу в инсту. А он, ну он кто, папочка? Ну... Что не отвечаешь про себя? Так задавайте, я отвечу, ребят. Что нету никаких тайн? Нету. Я тайн никаких не держу, ребят. Я все тайны вам еще на Доме 2 рассказал, блядь, 15 лет назад. Что еще должно? Что еще мне надо рассказывать? Я человек скромный. Покажи коллекцию кукол. Она вся на моем ютубе, ребят, полистайте. Римка сделает чистки, почему такие грубые? Водонаева же тощая. Тощая, ну что, и что? Тощая, да. Тощая, суховейка злая, я ее называю. Говорю, ах ты суховейка, ты, говорю, злая. Но она вообще не злая. Оганесян танцор. А, да? Танцор. Я не знаком с Шейняном, нет. Я его вижу иногда, он тут рядом живет. 2 раза видел его. Я с собакой гуляю, а он на велике. Верю ли я в гадание? Некоторые да, потому что некоторые прям угадывают. Как мне Жужа? Ребят, ну как Жужа, одним словом. Жужа, Жижа, ну и дальше по смыслу. Где Джекия? Со своей семьей. Бонни сегодня у Малахова была. Я очень за нее рад, ребят. Дело в том, что у Бонни есть одна большая проблема, как у многих женщин, ну, ее категории, она пустомеля, к сожалению. К сожалению, к моему большому. Это так вот случилось, да. Не всегда, но в большинстве случаев она впустую все мелет. Вот. И потом, я думаю, потом она об этом жалеет. У меня нет никакого отношения к Бородину, еще что-то. Мы сегодня созванивались с этим, с Черкасиком. Вот, и... Извините, смотрю, что он там грызет игрушки ли. А ты случайно? Да. Вот, вот тут, и я увидел, но я молчал, как будто я не видел. И я ему сказал потом, что я вижу, что ты с микрофоном. Ну, я подыграл, конечно, чтобы весело было. Смешной пранк получился. Я иногда вижу этих ребят. У него такая жена красивая, этого парня. Прямо очень красивая. Ну, он сразу, понимаете, он не был сам готов к пранку. Когда он мне стал говорить, я хочу быть с тобой, я тебя люблю, а я вижу у него микрофон, я ему подыгрываю. Я говорю, хорошо, все, ты мне нравишься, я тебя забираю к себе, но ты будешь моим рабом. Посуда, собака, все на тебе. И он, знаете, ребят, как вам сказать, он пранкер слабенький, он такой раз и потух сразу. Тут надо либо, ну, дальше давать, а он такой, нет, я говорю, я уже видел, что он с микрофоном. Он сразу с микрофоном запалился, я ему сказал об этом. А он мне говорит, ну это ж ты профессионал, ты микрофон видишь, другие-то нет. Прокомментируй Семенович. Ребят, глупая женщина. Это глупая. Вот. Ребят. Вот это вот как раз вот это бессмысленные персонажи. Бессмысленные. Это вообще непонятно, что это такое. Правда, ребят. Бессмыслица какая-то. Что она, как, что небо коптит, по какой причине, что, как, что. Про мужчин она любит богатых Про, ребят. Вот это вот надутый вот этот прекрасный шар рассказывает, как ее должны обеспечивать богатые мужчины, и она должна быть только... Я понимаю, Лолита, ребят. Я понимаю, Лолита там говорит, вот мне нужен там богач какой-то. Я могу это понять, я это принимаю тоже. Знаете, есть какое-то выживание из ума в определенном возрасте. Вот это вот тут
пиздеть, конечно, можно там. Ну вот что-то. Я понимаю. Ребят, там хотя бы есть песни. Ну, что-то есть, какой-то бэкграунд за тобой. И человеческий. Ну, Анна Семенович, ребят, ну, бля, ну честно. Ну, как под тыном высралась, жизнь прожила. Семенович в суд на кого-то. Пусть подает, ребят. Ну вот это вот по поводу Кадони, мне вчера Степа сказал, что Кадони пост написал. Ребят, я вообще против этого пафоса. Вот я думаю, его никто не выгонял с ТНТ. Там другая история, там все закрылось. Эта программа «Бородина против Бузова» имеет очень низкий рейтинг. И когда он писал с пафосом о том, что он оттуда уходит, ребят, то надо в первую очередь думать о том, что это никто не смотрит. Надо тоже правильно себя как-то соотносить с этим всем, понимаете, ребят? Ну, правильно. И я когда говорю, что я всегда был украшением Дома-2, я понимаю, о чем я говорю. Потому что, знаете, у меня на хвосте огромный рейтинг, ребят, мой личный, который я туда привносил, заходя в кадр, и уносил, уходя из него. Владик в этой передаче, ребят, к сожалению, был бессилен. Не знаю, его это была вина, не его, других ведущих. Но эта передача не имела и доли. Самое главное, доля телесмотрения. Стыд. Я считаю, что с какого-то пустого места. О чем там можно было писать и рассуждать? Это было просто пустое уже место. Откуда он там уходил? Это было уже не круто. То место, откуда он уходил, это не круто. Что об этом писать? Да, я сохраню, да. У тебя вечеринка, видишь, какая ты подленькая. Никуда я зайцем не убежал. Что ты, что рассказывать-то? Стройка была. Я сказал, что у меня типа причины, говорю, какие-то свои личные. Ну вот последний раз. Ведущий был Задойнов на стройке. Он говорит, хорошо, а когда ты вернешься? А я говорю, через 2 недели. И улетел в Майами. Все. В Майами сижу, пишу Михайловскому. Ну что, я возвращаюсь, а он молчит. Михайловский. Молчит и молчит. Я такой думаю, идите нахер. Все. Молчишь и молчи. Мне что, плакать сейчас, блядь, за вами буду. Пидоры. И все, ребят. И как-то... Поэтому ниоткуда я не убегал, ребят.